Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Элайф. Сегодня мы сделаем с вами вот небольшой обзорчик, уже не в шотах, а в обычном видео, потому что пришла мне новая колода Таро, и она прям такая вот прям запечатанная, вся красивая. Она называется «Таро. Сияющая пустыня». Вот, замечательная колода, очень красивая, вот поэтому я и хочу вместе с вами ее открыть. Давайте уж сегодня вот прям сделаем вскрытие упаковки в видео. Мне это хочется сделать с вами, потому что колода одна из самых красивых считается за последнее время. И действительно она очень-очень-очень крутая. Поэтому, ну и, конечно, сегодня мы сделаем или завтра на ней расклад, да. Но вот я хочу, чтобы мы вместе ее открыли. Вот это очень такой волнующий всегда момент. Я ее приобрела на Amazon, но ее можно приобрести и на eBay, ну и в других там странах, не в Европе, если то. Смотрите свои сайты, естественно. Такая очень яркая прям колода. Давайте открывать коробочку. Смотрите, так интересно, да? Вау! Такая коробочка с золотой звездой. Видите, с такой золотой звездой. И вот видите, Радиант Вильц Таро. Надпись тоже золотая. Очень красиво, конечно. Очень круто. Вот Таро Сияющей пустыни. Мне нравится, прям нравится. Так, давайте книжечку доставать аккуратненько. Недаром тут золотая ленточка есть, да? Книжка вообще такая тоже шикарная, такая красивая книжечка. Давайте откроем. Вот, все красочно. Смотрите, как красиво все. Все описано на английском языке. Видите, какие красивые прям иллюстрации, да, все есть. Здорово. Книга такая тяжеленькая, прям много так написано. Так, теперь карты. Карты достаем. Они золотые, я знала. Очень красивые. Вот я говорю, за последнее время вот из выпущенных реально одна из самых красивых колод Таро. Мне очень нравится. Давайте порассматриваем карты. Вот они прям, видите, с таким золотым краем, потрясающим просто. Боже мой. Сверкает, прям вот сверкает, да, вот есть такой блеск, такой прям искрящийся. Хорошо. Рубашечку давайте рассмотрим. Рубашечка тоже прям шикарная, конечно. Такая красивая рубашечка. Так, а что-то у меня немножко карты тут как будто бы... О, да, склеились. Давайте посмотрим арканы. Хотела вот с вами прям порассматривать сегодня. Рассмотрим всю колоду. Вот видите, жрица. Так, где-то приклеилась императрица, да? Вот они склеены, потому что вот их, видимо, когда покрывают сбоку золотым, вот они чуть склеиваются иногда. Жрица вообще потрясающая, императрица тоже. Ну вот Таро Сияющей пустыни. Тут, видите, все в таких пустынных землях, да, показано. Так, а император у нас это вообще сова, да, филин. Интересно. Согласитесь, шикарно. Вот смотрите, каждая карта, вот даже здесь золото. Все с золотым и красный, такой оранжевый. Вообще здорово нарисовали. Ну, конечно, это компьютерная графика, мне кажется, компьютерное построение, да. Сила. Отшельник. Колесо. Правосудие. Повешенный. Интересно, так какой повешенный сделали? Вообще смерть. Вау. Здорово так, да? Вот тут тоже изобразили. Так. Умеренность. Ух ты, дьявол, змея такая. Причем с черной луной или с затмением солнца тоже, да? Башня. Звезда. Ой, тут такое тоже золотое. Смотрите, прям
Луна. Вау. Анубис, да? Анубис же это? Пишите, правильно? Нет, я сказала. Разбирайтесь в египетских божествах. Дальше, значит, Солнце, суд, мир. Вот старшие арканы мы закончили. Дальше, значит, кубки пошли. Эти туз кубков. Какая красивая двойка кубков, да? Шикарно. Дальше, значит, у нас что там? Это собака у меня храпит, я извиняюсь. Тройка кубков, четверка, пятерка, шестерка. Шикарно. Шикарненько. Такие красивые карты. Вот прям разглядываю и прелесть. Вы знаете, у меня еще есть похожая колода, несколько похожих колод. Ну вот, согласитесь, Таро Музы тоже вот как-то так сделано примерно, да, в таком же стиле, я имею в виду, по стилю похоже. Семерка, девятка, десятка. Паш. Вот сегодня прям пришла колода, я так рада. И ведь гуляли мы, выходили из дома, и приходим, посылка лежит. У нас в Германии просто у дома оставляют посылку, если тебя нет дома, кладут на пол. А у нас здесь можно так оставлять, никто не берет. Туз пентаклей. Красивый, да, бриллиант? Прям бриллиант в форме капли. Красиво. Двойка. И вот мы приходим с мужем, лежит посылка у дома. Я говорю, ну там колода, потрясла колода, там, говорю, колода. И вот и как раз очень ждала эту колоду. Еще думаю, до выходных бы пришла, вот она пришла до выходных. Здорово. Вообще Amazon очень быстро доставляет, те, кто в Европе живет. Amazon быстро, конечно, доставляет. Пару-тройку дней и все. Только плати, наяривая, тебе будут доставлять очень быстро. Вот, а eBay всяко. Если ты купил в другой стране на eBay, можно в Америке что-то купить, в Англии можно что-то купить, там, в любой стране, в Италии, в Польше, там, где угодно. Естественно, это будет дольше идти. Если по Евросоюзу быстро идет, а Великобритания не ходит в Евросоюз, поэтому они может и 2 недели с Великобританией идти, и 3. США также, да, 2-3 недели может идти. Вот. Так что, если будете заказывать, знаете, что дольше на eBay, чем на Амазоне. Новые я, конечно, беру чаще на Амазоне колоды. Такие вот неподержанные, да. А на eBay всякие раритеты я беру. Вот. Тут подсела тоже еще на один магазин на eBay. Называется Медимопс, ну потому что же мопс. У меня же есть мопс, я не могла устоять перед их названием. И вот у них часто, конечно, покупаю. Там у них 11 миллионов товаров. Огромный магазин. Шикарная карта, конечно. Шикарные. Смотрите, какая графика, прям идеальная, распечатка, все изготовлено очень хорошо. Урвала опять колоду, да, это называется. 4 жезлов, беременная. Интересно. Интересный подход, да. А 5, вот смотрите, они уже ведь не соревнуются, они командная работа у них прям устроили командную работу. Тут надо, знаете, еще хорошенько ознакомиться с книжицей. Вижу, что не соответствует, конечно, это все дело до конца Райдеру Уэйту. Надо ознакомиться с книжкой обязательно. Подумать хорошо, где чего не так, где что отличается от классики. Но карты вообще супер. Супер-супер. Посмотрите, ну это же идеально. Король жезлов, посмотрите на него. Идеальный песок, идеальные пустыни.
И светило в этой пустыне не соответствует Земле, как будто бы это, знаете, планета какая-то другая. Рубашка вообще. Ну, короче, карты очень красивые. Если кто-то себе такие захочет, я вас похвалю, потому что реально круто. Очень красиво. Мне нравятся вообще колоды. Я, кстати, еще одну заказала колоду. Все, что с золотом, с блестящим краем, все, что с тиснением, да, как вот помните, мы это золотой Таро Климта недавно получили. Это все мои самые обожаемые, конечно. Очень люблю золотые всякие колоды. И вот в этот раз я заказала Энкор Таро. Чиро Марчетти еще идет с красным блестящим краем. Это тоже отдельная история радости и счастья. Тоже вам ее обязательно покажу. Ну вот сегодня вместе подивились, да, на эту красивую колоду. Пишите свое мнение, хотите какие расклады на ней посмотреть. Обязательно пишите, какие темы вы хотите осветить на этой колоде. Это очень важно для меня. Всем пока и до новых встреч.